В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. С этой недели в стране началась Всероссийская неделя охраны труда под девизом «Народосбережение. Гарантия устойчивого развития». И это не просто слова. Важнейшим аспектом успешного развития является формирование культуры безопасного труда, создание комфортной и безопасной рабочей среды для каждого. Сегодня мы поговорим о нововведениях в законодательстве по охране труда и предстоящих мероприятиях. Гости у нас в студии: Альбина Трубина, первый заместитель министра труда и социального развития республики. Альбина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее о Всероссийской неделе охраны труда, где проводятся мероприятия и что запланировано. Всероссийская неделя охраны труда как раз открывается сегодня, 15 сентября 2025 года, и завершится 18 сентября. Она проводится уже 10-й раз, это юбилейная неделя охраны труда, соответственно, она проводится в городе Сочи. Мероприятий очень много. Соответственно, планируется более 150 площадок организовать на этой неделе охраны труда, провести. Более 200 организаций и предприятий будут принимать участие. Более 10 тысяч человек посетят эти мероприятия, площадки различные, выставки. И, соответственно, даже планируется более 2000 иностранных государств, гостей из иностранных государств, которые также будут показывать свои лучшие практики по охране труда, обмениваться опытом. Соответственно, программа очень обширная. Конечно, центровым таким мероприятием будет стратегическая пленарная сессия, которую министр труда и социальной защиты Российской Федерации будет проводить. Это буквально завтра. И где будут рассмотрены, конечно же, вопросы по повышению производительности труда через призму безопасности и охраны труда. Соответственно, также, конечно же, это стратегические цели и задачи по повышению, развитию человеческого капитала. Это, конечно, вопросы занятости и социальной защиты в том числе. Также, конечно же, будет уделяться особое внимание цифровой трансформации, цифровым решениям в области охраны труда, которые направлены именно на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и, конечно, жизни работников, которые трудятся в опасных условиях труда. И, соответственно, есть еще такое хорошее мероприятие. Оно в этом году уже будет не как раньше в последний день, а наоборот в первый день. Оно абсолютно бесплатное для молодежи. И оно такое более в игровой форме, то есть для них будут проведены такие активности, где молодые совершенно специалисты по охране труда, но это в том числе для популяризации охраны труда, чтобы молодые люди шли в эту профессию, в том числе будут уже получать новые знания и, наоборот, показывать, что они умеют. Поэтому это мероприятие очень важно для нас. Наши коллеги, специалисты по охране труда, организации предприятий, особенно, конечно, промышленности, строительства, транспорта, где такие более, скажем так, рисковые, рабочие места, соответственно, принимают участие и также, получая там новые знания, новые технологии, знакомясь с коллегами, с обучающими организациями, также потом внедряют у себя на предприятиях, что, конечно же, повышает качество и снижает травматизм на рабочих местах. Поэтому мы считаем, что это очень важное мероприятие. Ну, конечно же, очень много нововведений в этом году, и вот хотелось бы узнать в этом направлении, какие были нововведения в законодательстве. В законодательстве вот буквально с 1 сентября 2025 года были введены новые изменения. Ну, я, наверное, остановлюсь на таких основных, получается. Наверное, все знают, что вообще действует перечень, который ограничивает применение женского труда, но в целях сохранения здоровья женщин. Он сейчас уже включает 100 разных видов работ, именно с вредными и опасными условиями труда, где не применяется женский труд, скажем так. И, соответственно, в этом году он был расширен в 2025 году. И, соответственно, сейчас женщины могут также управлять экскаваторами, погрузочными машинами, самоходными машинами на горных работах. Но, конечно, не обошлось без ограничений. Соответственно, сейчас применение женского труда на таких работах, как выморозка судов, она уже
скажем так, не применяется. И, соответственно, ну, такой интересный факт, вообще это редкая профессия, да, то есть порядка 100, наверное, да, человек по всему миру трудится по этому виду работ, и единственная женщина, она была как раз из Якутии. Да, действительно. Мгм. Вот. Ну и, конечно же, расширен перечень по профессиональным заболеваниям, да, соответственно, включены злокачественные новообразования, которые вызваны там, химическими, да, факторами, биологическими. Соответственно, также включена бронхиальная астма, ларингит, которые вызваны именно нагрузкой на голосоречевой аппарат, да, в течение 20 часов, да, в неделю. Соответственно, это тоже, получается, новые, да, такие виды заболеваний профессиональных. Кроме того, нововведения также были направлены на совершенствование спецоценки условий труда. Соответственно, сейчас вот в подземных видах работ нужно еще освещение, да, также оценивать, микроклимат. Ну и, конечно же, есть там ряд нововведений именно по профилактике, по обучению, да, соответственно, по охране труда. Поэтому здесь, конечно, более детально можно долго рассказывать, поэтому в силу ограниченности времени можно сказать, что еще, конечно, было нововведение по несовершеннолетним, да, работникам. То есть им разрешается сейчас работать в выходные и праздничные дни, но именно только в летнее время. И, соответственно, только на тех работах, которые по направлению Центра занятости, да, населения, служб занятости. И значит, в таких организациях, студенческих отрядах, которые внесены в федеральный региональный реестр, да, который получает господдержку. И, соответственно, конечно, обязательно необходимо получать согласие такого работника, который достиг 15 лет. Если он младше, то, конечно, требуется еще согласие родителя, одного из родителей. А что такое специальная оценка условий труда и в каких организациях она проводится и с каким охватом вот на сегодня? Специальная оценка условий труда – это обязательная процедура для всех работодателей на всех рабочих местах. Да, соответственно, она должна проводиться на сегодня, вот скажем, за 5-летний период, да, уже полный охват рабочих мест. Это более 170 тысяч рабочих мест. Да, на сегодня проведена специальная оценка условий труда. Если говорить за первое полугодие 2025 года, то более 15 тысяч рабочих мест также охвачена специальная оценка условий труда. И порядка 50% признаны именно с нормальными условиями труда, да, то есть эти рабочие, значит, места, они уже с оптимальными условиями, да. Ну, конечно же, имеются 4 класс, да, то есть это вредные опасные условия труда, и по ним 78 рабочих мест за первое полугодие все-таки оценено, да, и, конечно же, здесь требуется от работодателя должна быть проведена работа именно по нивелированию таких рисков, да, то есть мы понимаем, что это вредные опасные условия труда, значит, мы должны обеспечить такие условия, чтобы минимизировать эти риски, да. Соответственно, конечно, необходимо теперь еще, да, проводить оценку профессиональных рисков. Она делается вот как раз на основе итогов, да, специальной оценки условий труда и как раз направлена именно на профилактику, да, то есть чтобы избежать дальнейших последствий как по профессиональной заболеваемости, так по несчастным случаям на производстве, да, поэтому я призываю всех работодателей это делать, это необходимо, то есть постоянно нужно актуализировать карты оценки рисков, да, на конкретных рабочих местах, и это уже является требованием, это внесено в Трудовой кодекс Российской Федерации, это такое же обязательное требование, как и специальная оценка условий труда. И вот в конце июля завершился региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Немного о результатах, пожалуйста. Да, действительно, итоги уже были подведены. Соответственно, 15-й раз уже проводили региональный этап. Приняли участие, у нас 30 заявок было, да, по 9 номинациям. Уже определены 11 призеров и победителей. Это как производственная, так и непроизводственная сфера. Да, соответственно, мы планируем их уже наградить в октябре месяце, да, текущего года. И также мы их направили уже для участия на федеральный этап, который подведет свои итоги до 10 декабря текущего года. Да. Соответственно, хочу отметить, что в прошлом году в рамках этого конкурса была введена новая номинация именно по поддержке работников, которые из многодетных семей и, соответственно,
Для них сейчас корпоративные программы, да, также внедряются активно в предприятиях. И я хочу отметить Алданское управление «Газпром Трансгаз Томск», которые, кроме, да, таких мероприятий, как компенсация там, дошкольного образования, например, дополнительного образования для детей, да, из многодетных семей, ну, среди работников, соответственно, санаторно-курортное лечение, оздоровительные лагеря, да, кроме даже вот таких вот мероприятий, получается, предусмотрели также программу по жилищному обеспечению. И, соответственно, в рамках этой программы проценты по ипотечному кредиту возмещаются работнику, да, за счет предприятия, и когда остается меньше года по оплате, то полностью еще и гасится, да, за счет предприятия. Это, конечно, очень хорошая поддержка для наших работников, но я считаю, что это не только выгодно для работников, но и также для работодателя, потому что дети из таких семей, они, скорее всего, могут пойти работать на эти предприятия, да, создавать трудовые династии, формировать, да, в условиях, значит, кадрового дефицита. Это очень важно, особенно на специфических профессиях. Поэтому работодатели прошу активно внедрять такие корпоративные программы. Это вам точно понадобится для того, чтобы развивать свою компанию. А какие мероприятия проводятся в республике по популяризации охраны труда? Вот как раз месячник охраны труда, когда проводился в апреле текущего года, да, и рассказывала про планы, да, поэтому сейчас, наверное, стоит рассказать про итоги. Соответственно, у нас месячник по охране труда, да, прошел в течение апреля, он приурочен к Всемирному дню охраны труда, да, который проводится 28 апреля, соответственно, ежегодно, и было более 270 мероприятий проведено, более 117 тысяч работников приняли участие. Большое количество было проведено семинаров, профосмотров, значит, оценки знаний, да, обучения. Соответственно, очень большую работу провели органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, сами организации, предприятия. Вот в этом году прям очень активно, да, все это прошло. Соответственно, было большое внимание уделено цифровым решениям, цифровой трансформации. Это, конечно, очень важно, да, внедряются новые технологии. И, конечно, когда особенно большое количество работников, да, контроль обеспечивать и мониторинг очень сложно, и, соответственно, именно цифровые решения позволяют это сделать. И как раз вот делились лучшими практиками, да, соответственно, большие мероприятия также республиканского уровня с участием федеральных экспертов проходили. И наши коллеги с органов местного самоуправления, да, также принимали активное участие и делились в том числе и своим опытом тоже. Да. Соответственно, также были проведены на муниципальном уровне и на региональном уровне межведомственные комиссии по охране труда, где самые важные вопросы по повышению, да, качества, вот именно по условиям труда, по охране труда были рассмотрены, в том числе и в крупных промышленных компаниях. Поэтому эта работа проводится, и, соответственно, такие месячники по охране труда мы, конечно, будем ежегодно продолжать. Также хочу, наверное, сказать, отметить, что у нас проводится ежегодно лучшие по профессии конкурс, он вообще-то всероссийский, да, но мы проводили в этом году региональный этап по номинации «Агроном», и наш победитель, да, он, получается, уже поучаствовал в федеральном этапе, который прошел в июле, да, в Мордовии, и, соответственно, выиграл приз зрительских симпатий с денежной премией. Он был самым молодым, ему 22 года, Василий Сивцев. Вот. И также уже прошел региональный этап, второй старт, тоже в рамках этого конкурса, да. Также, значит, у нас есть победитель региональный Александр Тиньшан из Алроса, и он уже 3-4 октября примет участие на федеральном этапе. Поэтому такие работы у нас проводятся. И также лучший специалист по охране труда у нас продлен срок по заявкам до 26 сентября, поэтому прошу всех, значит, наши муниципальные власти, да, представить свои заявки, и мы, конечно же, проведем этот конкурс. Ну что ж, Альбина Владимировна, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.